Почему я живу одна, и оплата за отопление пришло мне 4575. С таким вопросом Александра Гаврилова уже второй раз идет в свою управляющую компанию. Для примера, за ноябрь пенсионерке пришла платежка общей суммой в 4000. За декабрь столько же, но исключительно за тепло. Почему такое резкое повышение? Ответ УК заставляет ждать. Там народу очень много. Вчера я была, развернулась и ушла. Думаю, схожу, когда меньше народу было. Там народу, видно, все приходили разбираться. С настроем разобраться последние 2 дня ходит и Елена Федорова. Декабрьское тепло оказалось дороже ноябрьского в 1,5 раза. Я в прошлом месяце 3 с чем-то заплатила, общую весь за квартплату. А в этом месяце уже 4800 пришло уже, только за квартплату. А еще плюс уже телефон и телевизор, почти 5 с чем-то выйдет. В управляющей компании только один ответ – погода. Но увидеть погоду по счетчикам жители не могут. Свободного доступа к узлам погодного регулирования у них нет. И так везде. Это коммунальщики называют антивандальными мерами. В каждом доме стоит счетчик, и система автоматизации работает в зависимости от температуры наружного воздуха. Все исправно, все работает. Соответственно, чем ниже температура, тем больше подачи тепла. В Набережных Челнах уже создали чаты в мессенджерах, где жители предлагают бойкотировать декабрьские счет-фактуры. Предлагала объявить бойкот, оплатить 50%. Мастера сами признают, что дорого. Давайте выйдем к мэрии. Возмущены платежками и в Альметьевске, и Нижнекамске, и в Казани. По республике пошла волна недовольства. Не согласны с цифрами как жители домов с узлами погодного регулирования, так и без. У всех одинаковое повышение. По этому поводу сегодня в Минстрое собрали брифинг. Правда, новых аргументов мы так и не услышали. Декабрь у нас средняя температура в декабре 2020 года составила чуть более 10 градусов. Если сравнивать с декабрем 2019 года, то температура была минус 4,5 градуса. Также есть фактор того, что по ряду услуг был контрольный съем показаний квартирных приборов учета. Так было и в 53-м доме на Чуйкова в Казани. После контрольного съема показаний одному из жильцов прислали счет на 31 тысячу рублей за коммунальную квартиру. Сегодня в ситуацию вмешалась прокуратура. Прокуратура Татарстана организовала проверку сообщений жителей Казани и Набережных Челнов, которые пожаловались на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Надзорное ведомство проверит законность и обоснованность начислений. Правоохранительным органам не раз приходилось вмешиваться в деятельность управляющих компаний и доходило до уголовных дел. Репутация управляющих компаний не самая чистая. Присвоение денег в особо крупном размере, растрата денег жильцов, корпоративы, опять же, на деньги жильцов. За примерами далеко ходить не нужно, они есть и в Казани, и в Набережных Челнах, и в других городах и районах республики. Что покажет эта прокурорская проверка? Дело времени. Впереди еще 2 морозных месяца, а летом уже повышение тарифов за отопление. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамзиль Гарипов, Рамиль Закиев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.